Добрый день. У нас сегодня в гостях Базарбай Мамбетов, общественный деятель, экс-вице-премьер-министр. Да, вы трижды были или четырежды вице-премьер? Три раза. При Усубалиеве? Нет, при Усубалиеве совсем другое. Там при Акаеве, при Бакиеве, при Отумбаеве и Атамбаева тоже. Ага. Вы производство курировали и про Комтер почти все знаете, можно так сказать, да, наверное? Да. Как начиналось, как идет, в каком сейчас состоянии, да? Вот какие особенности вы бы отметили? Как раз в парламенте сейчас все это обсуждается. Да, интересно. Давайте, наверное, мы с вами откровенно поговорим о секретах Комтора, про которых не все знают. Или официальные власти постоянно скрывали такие дела. Вообще, конечно, Комтор это считается грандиозным месторождением в мире. Таких месторождений в мире всего лишь 4-5. Таких нет. Комторские месторождения находятся в Комторской долине, на Комторском тектоническом разломе. По всему фронту этого разлома в советское время наши геологи обнаружили рудную минерализацию. И золото вытаскивается из минералов. Минералы содержат очень много химических элементов. Самое главное, отдав безвозвратно в 1992-1994 году Комтор на разработку канадским мошенническим компаниям, мы до сих пор не можем забрать его. Забрать в смысле, чтобы Комтор приносил нам необходимую выгоду. Вы понимаете, отдав окончательное генеральное соглашение, подписано в 1994 году властью Акаева. В течение 14 лет Комтор, канадская компания, в 1997 году начала добычу золота. И вот с 1997 года, в течение 14 лет, бюджет страны из добываемого золота ни одного грамма или ни одного цента не платили. Потому что они говорили, что мы взяли большой кредит для того, чтобы запустить горнорудный комбинат, золотоизвлекательную фабрику, и мы рассчитывались. Чтобы мы сильно не возникали, начиная с 1997 года, нам подбрасывали 5, 6, 7, 8 миллионов долларов. А они сами делали выручку от продажи золота от 300 до 600 миллионов долларов. В год? В год. Мы сейчас должны сосредоточиться на самом главном преступном соглашении, которое было подписано 24 апреля 2009 года, которое 30 апреля, через 6 дней, было ратифицировано Джохоркы Кеңешем. Когда его ратифицировали, это соглашение заимело международный статус. Вы понимаете? И когда 30 апреля 2009 года данное соглашение рассматривалось на заседании Джохоркы Кеңеша, тогдашний первый вице-премьер-министр Акылбек Джапаров, выступая, заявил, что я являюсь автором этого соглашения. Он сам так сказал, да? Да, конечно, это везде, и в Первом канале, и НТС, и все записано, и повторы очень много раз показывали. Понимаете, суть этого соглашения состоит в том, что из добываемого золота канадская компания должна была отдавать
отдайте или отдает нам всего лишь 13% стоимости добываемого золота. Понимаете, да? И самое главное не в том, самое главное еще в том, что тогда перед первым вице-премьер-министром, которого поставил Бакиев после этого подписания этого, подготовки и подписания поставил Джапарова первым вице-премьер-министром, да, он до этого был министром финансов. И когда готовилось это соглашение, он как министр финансов согласился с тем, чтобы по этому соглашению канадская компания освобождается от всех общегосударственных налогов. Вы понимаете, да? И сегодня, обсуждая на Джогорку Кенгеше эту тему, Акылбек Джапаров, никто не задал вопрос ему, а почему, кто освободил его от общегосударственных налогов? Какая выгода была от этого соглашения? Кто готовил это соглашение? О чем вы говорили? И никто из депутатов не задал вопрос, понимаете? Если бы Акылбек Джапаров, будучи министром финансов, когда готовился это соглашение, я еще раз повторяю, это соглашение было 24 апреля 2009 года. Если бы канадскую компанию просто заставят платить все общегосударственные налоги, общегосударственные без местных налогов, Кумтор бы спокойно нам бюджет страны ежегодно выносил 300 миллионов долларов. 300 миллионов долларов. Поскольку Акылбек Джапаров сделал 13%, в счет 13% поступало все время 100-110 миллионов долларов. Это же разница есть между 100 миллионов и 300 миллионов. Понимаете? Вот постоянно вот тогда. Вот данные я привожу. Вот мы попросим оператора показать таблицу. 2020 года канадская компания в том году продала золото на 17 тонн. Выручку они получили 981 миллионов долларов. Так вот, если из 981 миллионов взять 13%, составляет 138 миллионов долларов. Вот это вот чистая выгода. То, что поступает в бюджет страны, чистая выгода. Кроме этого, есть у нас косвенная выгода, что наши люди работают, 3000 человек, что около 100 наших предприятий на партнерных началах Кумтором работает. Об этом никто не говорит. Понимаете? И вот самое главное, никто не знает и никто честно не говорит из официальных органов, добывая с 1997 года золото. За это время канадская компания добыла 410 тонн золота. Это огромные деньги. И вот это золото они продали на сумму 11 миллиардов 315 миллионов долларов. За все время, да? Да, вот то, что они 410, в основном все это продают они. Да. Да, они продавали через Кыргыз-Алтын, Швейцарию, а сейчас продают на лондонских товарных биржах. Так вот, из этой суммы 11 миллиардов 315 миллионов бюджет страны в счет 13%, то, что Акылбек нам записал, выпало 1 миллиард 427 миллионов долларов. Это составляет ровно 12%. Как могло случиться, что мы все кыргызские интеллигенты считаем грамотными людьми, и особенно ученые во главе Акаев, как могли сделать так, чтобы от своего золота, которого разрабатывают канадские компании, получали только 13%. Когда Каримов, сегодня тоже разговор был на заседании Джогорку Кенгеше, про Каримова покойно говорила. Да. Там покойный этот Каримов, когда американская компания Ньюман попросила дать ему на разработку месторождение Мурунтау.
Каримов сказал, ты положишь на стол 70% добываемого золота, остальное ты забирай. И он согласился. Американская компания, которая придумала совершенные технологии извлечения золота из скудных запасов, 14 лет проработал и спокойно работал. В Туркменистане малазийские компании работают на разработке месторождений газа, отдавая правительству Туркменистана 50% ведь очищенного золота. И также в Казахстане, и в Узбекистане, и особенно в России. Понимаете? В России постоянно работают по соглашению о разделе продукции. Когда рынулись иностранные компании в Кыргызстан на золотое месторождение, в 1992 году наши приняли закон, Джохор Кеңеш принял закон о соглашениях о разделе продукции. И за 20-30 лет это соглашение ни разу не было использовано. Хотя мы после Хунтора еще 37 месторождений золота отдали мошенническим иностранным компаниям. Я не стесняюсь этого слова, потому что 27 месторождений уже разрабатывается, добывается золото, и из этих месторождений практически Кыргызстану ничего не поступает в качестве чистой выгоды. Понимаете? Об этом мы должны сказать. Самое главное сейчас, мы сказали, что вот то, что было в 2003 году, реструктуризация проекта, то, что в 1992-1994 году Акаев отдал, подписав невыгодный для Кыргызстана соглашение, мы об этом забыли. Забудем, надо забывать уже пройденный этап, мы ничего не изменим. Но мы поговорили о соглашении 24 апреля 2009 года. Так ведь до этого же ведь государственные органы, контролирующие, проверяющие, никто не спросил, почему сегодня на заседании правительства, почему, как могло случиться, что хвостохранилище, где сейчас хранятся ядовитые цианидосодержащие хвосты в объеме 1,5 миллиарда кубов, как наш Госстрой мог разрешить хвостохранилище построить без водопроницаемой пленки по дну этого хвостохранилища. Ну там они говорят, есть пленка. Нет. Нету, да? Нет, конечно, нет. Нет. Вот они постоянно распространяли, никто же не проверяет. Я в 2001 году был по поручению Акаева, много специалистов полетали мы в Хунтор, и там разговаривали, стояли на хвостохранилище. И там один парень узнал меня и сказал: Базарбай Стевесович, мы в 1984-1985 году на Макмале, на Казарманском месторождении строили хвостохранилище. Ну, я его отвел в сторону. Ты кем работаешь? Он говорит: я сейчас отвечаю за эксплуатацию этого хвостохранилища. Я говорю: тогда честно давай скажи, есть по дну хвостохранилища вода непроницаемой, так называемой мембранной пленки? Он сказал: нет. Только вот внутренней стороны дамбы, еще дамба насыпная просто, поэтому это постоянно двигается. Нету, понимаете? Но везде пишут, что есть. Да, конечно, да. Госстрой должен был проверить. Канадские компании пришли и сказали работникам, контролирующим органам и ученым сказали, когда мы жидкую пульпу после извлечения золота сливаем в это хвостохранилище, а там вечная мерзлота, вот эта жидкая пульпа, соединяясь с вечной мерзлотой, создает непроницаемую пленку толщиной 5 сантиметров. И поэтому пленку не надо сложить, понимаете? А оказалось совсем другое. Когда они сливали, понимаете, да. Но
вечные мерзлоты начала таять, вся эта хвосты начали проникать, и они уже соединились, имеют контакт с подземными водами, и оттуда на большую реку Арабельсу, Тарагай, это изначальные истоки Великой реки Нарын. Вот тоже говорят о ледниках. Да. Ведь когда на леднике Давыдова и Лысый канадская компания бросовую руду, ненужную руду, не содержащую золото, забалансовая руда называется, складировали на этом место, наши должны были прийти, сказать: товарищи, запрещаем, запрещаем. Когда они на высоту 90 метров заскладировали на Давыдова, и на Давыдова, Давыдова оделся теплой одеждой, и оттаял этот ледник, и отвалился. И до сих пор эту проблему создают. Кто создал? 90 метров это... Толщина. Толщина да. вот этой отвалов, да? Отвала, да. 90 метров? Да, а сегодня сказали не 90, а 120 метров было. И все разрешили же ведь, а? Почему? Я имел откровенную беседу с Хаминенком, президентом управляющей компании Комтор Operating Company. Он мне сказал, Бондаров, чтобы такие нарушения получать от контролирующих органов, министерств, я многих, говорит, министров в течение 6 лет, говорит, содержал, ежемесячно выдавая зарплату в долларах. Вы понимаете, они содержали, конечно, они все разрешали им, закрывали глаза. Это сам Хаменюк так сказал? Да, конечно, люди. Он отслужил управляющий должность президента управляющей компании 11 лет, и потом сейчас он ушел. Он мне сказал: господин Мамбетов, Комтор только вам нужен, он сказал. Лично? Да, ничего, другим никому не нужен из правительства. Они же, говорят, приходят члены правительства и другие к нам разговаривают, а когда они приходят, говорят, они даже не голову, а глаза поднять на нас не могут. Вы скажите, пожалуйста, чтобы Акылбек Джапаров подписать и подготовить, и заявив об этом на Джорх Кенеша, что 24 апреля 2009 года соглашение, согласившись сделать нашу долю 13%, к тому же эту компанию, управляющую компанию, полностью освободив от общегосударственных налогов, как вы думаете, сколько Акылбеку Джапару канадская компания дала мзду? Понимаете? Трудно представить. Да, а говорят, когда принимал участие в подготовке и согласовании с канадской компанией, это соглашение, да, где сделали 13%. Люди говорят, что в первоначальном варианте, говорит, Максим Бакиев, который руководил всем этим, он предлагал, говорит, не ниже 40% доли добываемого золота должно было быть у нас. Было проекта, говорит, 40%. Акылбек сделал 13%. Потом Акылбек пошел к Бакиеву старшему, видимо, Бакиев старший дал команду, не ниже, канадцы сказали, что мы можем только 13% дать. И он сделал 13%. Скажите, пожалуйста, бесплатно такие вещи не делаются. Вот я хочу об этом сказать. Об этом никто сейчас не говорит. Идёрху Кенеш. Сколько было комиссий у нас? Была комиссия и Садыра Джапарова, Сариева. И вот да, комиссия. И все идут не по правильному пути. Понимаете? Сейчас нас просят после комиссии Акылбека Джапарова, хотят, чтобы Акылбек Джапаров сейчас же как депутат представляет нынешнюю власть. Власть Садыра Джапарова представляет. И теперь нас, знающих людей, предлагает, чтобы мы эти действия поддержали.
я лично буду поддерживать Садыра Джапарова и нынешнюю власть по Комтору, если нынешняя власть, ее действие в нынешней власти будет определяться ответственными поступками. Другого пути нет. 30 лет. 30 лет. Вот я хотел сказать, я в прошлом году написал книгу, да, я еще раз хочу сказать, называется «Как это случилось». Здесь очень много написал я про Комтор. Большая статья, раздел называется «Чудовищные ограбления Кыргызстана в 21 веке». Понимаете? Что должны знать наши граждане о Комторе? Да. История Комтора с незапамятных времен. Не покарает ли золото наших предков, нынешних кыргызов? Невероятно я написал, все факты. Кстати, вот то, что написал, многие читают. Популярная сейчас книга, сейчас. На днях я выпущу электронный вариант, да, я сообщу людям, они будут бесплатно читать. И вот ни по одному вопросу, ни по Комтору, и по другим вопросам, которых я поднял в этой книге, никто не возражает. Понимаете? Никто не написал мне, что ты, мол, Мамбетов неправильно написал. Потому что я все это взял из фактов. Я постоянно занимаюсь аналитическими вопросами. Вы имеете в виду, я научился золотрудным предприятиям, возглавляя строительство Макмальского золотрудного комбината в 1982-1986 году. Акаев в 2001 году и 2002 году не зря меня специально послал в Комтор, чтобы я изучил, как канадские компании работают и какие вещи делают. Я ему, Акаеву, тоже открыто говорил, и нисколько не утаивая. Но при Акаеве в 2003 году, по-моему, 31 декабря, да, последний да. день, они реструктурировали, и, по идее же, через 10 лет после начала выпуска золота месторождение должно было, управление им должно было полностью перейти к Кыргызстану. Но они это... После 10 лет до выпуска, началось в 1997 году. Да. В 2009, 97, да? В 2007 должен был перейти, а в 2003... Раньше, зная, что может перейти, предложил 31 декабря в 1933 году реструктуризации, а Акаев отдал на разработку Комтор канадской компании Камека. После реструктуризации она стала Центерой. Да. Комтор, и доля Кыргызстана упала сразу. Конечно, было 67%, а потом стало 33%. Камека продал свою долю за 870 миллионов долларов и вышел из этого проекта, сделав новое дочерное предприятие Центра. Понимаете? И вот эти вещи не все, никто не знает же, понимаете. Вот хотели же, когда Сариевская комиссия, Темира Сариева комиссия работала, и на Джогур Кенгеше нас приглашали, хоть выступали, мы говорили, и премьер-министр Сатыбалдиев сказал на всем серьезе, мы будем с канадской компанией создавать новые совместные предприятия с долями 50 на 50. Когда депутаты спросили, а что это доля 50-50? Что, 50% мы будем получать доход или прибыль? Он не мог ответить. Понимаете, премьер-министр работал управляющим треста, Юждортранстроя. Он же должен разобраться. Разозлившись на заседании Джогур Кенгеша, я высказал: Жантөре, ты мне работал, у меня работал, управляющий. Ты неужели, став премьер-министром, не мог разобраться? Канадская компания, если будем создавать 50 на 50, 50% платить будет от валового дохода и от прибыли. Или золото. Да, и золото, конечно. Лучшим выходом было бы, чтобы мы договорились с ними, когда подписывали. Да нет же соглашения. Канадцы сами в 2009 году предложили
узная, что Кыргызстан постоянно канадские компании Камека грабится, они сами предложили, давайте подпишем по мировой практике соглашение. И это соглашение назвали о новых условиях по проекту Комтор. И как раз в это время по поручению Бакиева вклинился в это дело Асылбек Джапаров, который на заседании Жогорку Кеңеша заявил, что я являюсь автором этого соглашения. Ахылбек. Конечно, Джапаров. Тогда он уже работал первым вице-премьер-министром. Когда это соглашение готовилось, он работал министром финансов. Он позволил, чтобы в этом соглашении было написано, что Комтор освобождается от всех общегосударственных налогов. Понимаете? А в 2017 году какие были изменения? Да. Ну, получается, два преступных договора были в 2003 году. Да, в 2009 году. В 2009. Ну и самое первое тоже, в принципе, Да, не хорошее, да, не хотя хорошее. оно лучше остальных, да? Наверное, Там хотя бы казалось бы, да. 67%. Только надо было нашим И в работать. 2017 что изменилось? 11 сентября 2017 года Сапар Исаков подписал с канадской компанией, называется стратегические соглашения по Комтору с компанией Центр Голд. Там за то, что он раньше по соглашению канадцы платили 310 миллионов, 310 тысяч долларов на экологический ущерб. Они его Исаков поднял до 3 миллионов. Понимаете? Еще придумал еще какой-то фонд развития. Исыкуля. Нет, там каких-то там 3-4 фонда придумал. Экология. Фонд. Да, да. Экологический фонд. Да, экологический фонд, да. Всего там около 50 миллионов. Один раз они попросили, как собаке кость 50 миллионов бросили, и они продолжают работать. И самое главное, что, по-моему, записали, что никаких претензий никогда не будем иметь, что-то такое. И вот потом, после Сапара пришел Жабылгазиев, премьер-министр. И то же самое. Он 2 года прораздал, не пускал в ход это соглашение. Ага. И как раз перед Новым годом, 16 декабря 2019 года, он это соглашение пустил в дело. И сейчас это соглашение работает. Согласно этому соглашению, понимаете, 26 тысяч гектаров Комторской долины, там находится золото, много участков лицензионных, обратно вернул канадцам 26,4 тысячи гектаров. После 1909 года соглашения, Акылбековского соглашения, Бабанов, став премьер-министром, вот этот 26 отменил. Как мог Сапар Исаков и Абылгазиев эти же земли, 26 тысяч гектаров, обратно вернуть, ради того, чтобы они один раз разовый платеж сделали в виде 50 миллионов. Так вот, в Акылбековском соглашении там написано, я с собой взял 57 страниц. Это... Вот соглашение от 24 апреля 2009 года подписывает Центр Голд, Кыргыз-Алтын, Комтор Голд Компани, Комтор Оперейтинг Компани и компания Камек. Камека есть до сих пор? Конечно, там нет соглашения 2009 года. Там написано, правительство обязуется никогда не предъявлять претензии канадским компаниям по добыче золота и лишается иммунитета по судебным спорам или юрисдикции, которым она обладает на основании государственного суверенитета страны. Прям так написано. Как могло? Удивительно. После этого вот Акылбек Джапаров сейчас вот затеял государственную комиссию. Прямо так написано. Арбитражное разбирательство, если оно будет возникать,
будет вестись единоличным арбитром, назначаемым Гаагским третейским судом. Это что значит? Они сами определят кого-то через Гааг? Да. А в Узбекистане, Казахстане, в России, если спор между иностранными компаниями, арбитражный суд своей страны, Узбекистана, Казахстана, Узбекистана, и Россия рассматривает. А у нас отдали специально. Ну как же так? И после этого говорят, сегодня говорят, что комиссия тоже докладывал, Акылбек сегодня на заседании Джохор Кенеша говорит, что мы будем добиваться, что мы будем обращаться, что мы будем судиться. От этого ничего не выйдет. Главный смысл сегодняшней передачи, я хотел сказать, проблемы Кумтора надо было решать, мы могли решать другим путем. Понимаете? И никто не послушал нас, не пригласили. Понимаете, да? Дело в том, что многие дела мы прошляпили при Бакиеве, при Атамбаеве, при Акаеве и при других при помощи Акылбека, Джапарова, да. Все-таки канадская компания туда вложила огромную сумму денег. Понимаете? Золотоизвлекательная фабрика, хозсохранилище, понимаете? Многие инфраструктурные объекты. Дошел до того, что ежегодно добывает 18-19 миллионов тонн. Это огромная сумма денег. Это сумма денег. Стоимость этого ежегодной добычи золото стоимость составляет $1 миллиард. И канадская компания никогда не уйдет из Кумторской долины. Потому что потенциал Кумторской долины канадская компания очень хорошо знает. Понимаете? И только что? Один участок, центральный мы дали, только один участок. Там было 716 тонн золота, когда мы им передали. В соглашении 1994 года было записано, что канадская компания будет обеспечивать добычу золота, осуществлять добычу золота комбинированным способом. Открытый способ и подземный добыча. Сегодня на Джохор Кенеше знающие люди, назвав мою фамилию, сказал, что Мамбетов сказал, что сейчас по итогам 2020 года за это время канадцы добыли 410 тонн золота, а теперь отказываются от подземной добычи. Ну, давно отказались. Да. Их заставляли, но они подписывали соглашение. Вместо того, чтобы подписывать предательские соглашения с Сапар Исаков, Абылгазиев, другие, мы же должны были сказать, вот генеральное соглашение написано. Давайте вы почему подзем? Да. Он сказал один, тоже привел мои данные, говорит, на подземной добыче остался 299 тонн. 416 минус 410, да? И вот подземная добыча 300 тонн остался. На добычу подземной части никто не придет. Потому что так раскручивали канадские компании. Самое главное, а кто будет разбираться с хозсохранилищем? Надо же его перерабатывать. 1,5 миллиарда кубов цианида, содержащих хвостов. А кто будет рекультивировать карьер Кумторский? Глубиной 750 метров, в диаметре 1,5 километра. Даже ни одним словом наши правители не поставили. Даже Государственная комиссия об этом не сказала. Акылбека Джапарова комиссия имеет в виду. Надо же сказать, что мы заставим, если они не будут перерабатывать и хвостохранилище, и карьер, мы не можем. Понимаете? И самое главное, после этих перипетий, и канадская компания сама была согласна долю страны в добываемом золоте вместо 13% сделать 30 или 40%. Они уже были готовы, потому что если они бы сделали это,
Они уже, я говорю, они уже были готовы, да. Я об этом правительству говорит, что вы просто сознанием этого дела вступите в переговоры, пригласите. Но еще есть возможность. Да, конечно, конечно. Теперь вот они подают нас на арбитражный суд, потому что соглашение написано. Мы не имели права, понимаете? Отрицает решение Октябрьского районного суда, отрицает претензии, связанные с экологией. Понимаете, все отрицает, потому что нам соглашение мы подписали таким способом. И оно в действии, да? Да, оно в действии. Они всегда будут в выигрыше. Никто не пойдет. Но нарушали экологически. Им предписывали, что нельзя складировать на леднике отвалы, а они нарушали. То есть не подчинялись решениям. Это тоже, если будет суд, арбитражный... Если Министерство экологии и лесного хозяйства, если водники не выполняют... иностранные компании работают там, нарушают экологию и не выполняют их указания, зачем этих министерств надо было держать? Надо было их гнать и поставить человека, который обеспечит нам эту работу. Я же не зря говорю, что самое главное упустили наши контролирующие министерства и ведомства. Вы понимаете, госстрой, понимаете, да? Министерство водного хозяйства. Министерство экологии, лесного хозяйства и многие другие, и налоговики. Почему налоговики согласились, когда Акылбек Джапаров их освобождал от всех общегосударственных налогов? Наверное, не Джапаров решал, а сверху просто говорили и тем службам, и этим министерствам, и другим. Молчите, не трогайте, мы все сделали. Нет, Бакиев Акылбеку сказал, надо сделать так, чтобы устроить канадцев. Да, Акылбек здесь сделал так, что это, конечно, это преступление. Я же говорю, что если бы канадская компания платила только общегосударственные налоги, там 7 общегосударственных налогов, начиная НДС, налог с продаж, налог с прибыли, там такие. Этот налог был, исходя из выпущенной продукции, да, составлял $300 миллионов. У нас уже время. Да. Он все сделал в счет 13%, мы получаем 100. Конечно, Акылбек знает об этом. Я говорил ему несколько раз письменно. И самое главное, я же и всем президентам писал, и премьер-министрам писал, и в том же и Садыр Джапарову писал, и месяц там назад: товарищи, давайте Комтор сознанием дела проблемы решим. Дальше тянуть нельзя. Они сами уже, канадские компании, согласны вступить с нами в переговор, что мы по делу решили. А как нужно было решить, я вам сказал. Да, долю, да? Да. Конечно, мы после решения сегодняшнего Джохор Кенеша, который еще будет продолжаться по Комтору еще 2, 3, 4 дня, решение будет принято, мы, наверное, еще будем обсуждать, да, товарищ Нарын Аев. Ну а что касается вам, спасибо, да, что я решил все это сказать, да. Я сказал, конечно, очень жаль, что и нынешнее правительство, допустим, Акылбека Джапарова на должность государственной комиссии, видимо, наше правительство знало, что Джапаров, Акылбек должен все прежние грехи и Бакиева, и Акаева, и Атамбаева должен каким-то образом смазать или прикрыть. И он что, это делает? Ну, он не прикрывает, он говорит, измена, государственная измена, он говорит. От того, что он заявляет, ничего не изменится. Потому что вот в соглашении, Акылбековском соглашении, все написано. Мы теряем свой... Никаких, да. Мы свой суверенитет, да, со всеми судебным спором не имеем. И еще
у нас не будет рассматриваться спор, а рассматривать будет только Гаагский международный суд. Вот меня удивило вчера, вопрос подняли и правильно сделали, я раньше тоже занимался, как Кыргыз-Алтын золото продает за границей. Да, правительство дало разрешение Кыргыз-Алтын, Конторский золото с первого Кыргыз-Алтын сдает на Афсинаж, а потом Кыргыз-Алтын имеет право товарное золото продавать на фондовых биржах мира. Я сказал, там большой вопрос, понимаете? Потому что вот появился какой-то член совета директоров, да, в Кыргыз-Алтыне, некий Болтурук, гражданин Канады. Оказывается, он работал в Кумтор Голд Компани. А как он оказался в Кыргыз-Алтыне? Он говорит, журналисты пишут, что сами работники Кыргыз-Алтына пишут, что всеми делами Кыргыз-Алтына ведает Болтурук. Я сразу понял, что этот Болтурук знает, что каждый год Кыргыз-Алтын продает 18-19 тонн золота за границей. Без применения экспортной пошлины. Узбекистан, Казахстан и другие, когда товарное золото продают на фондовых биржах, вывозят, облагает 20-25% экспортного налога. А у нас никогда не применялся. И там я еще в книге написал, что вот этот вопрос когда-то обязательно поднимется, и многих людей заставят отвечать за это дело. И вот вчера в интернете вышел, и я с удовольствием прочитал и свой комментарий написал. Наверное, это связано вот с этим. Ну, у нас уже время, я думаю, еще тема очень большая, мы еще будем встречаться и обсуждать, да? Кумтор, если вы не против. Да, спасибо. Спасибо. Удачи вам. Спасибо большое. У нас был в гостях общественный деятель и экс-вице-премьер-министр Базарбай Мамбетов. Спасибо большое. До свидания.